Внимание, знаете, 2,5 ключа. Я как-то ломал вот здесь. Там в середине проложена арматура. То есть очень прочная кладка. А правда говорили, что летом прохладно, зимой тепло из-за кирпича? Ну да, это в основном текущие были только... И это, смотрите, кирпич. Это здесь была одна, мы ее убрали. Была, как называется? То есть было 5 комнат, раз, два, 3, 4, и там одна. Мы здесь перегородку тонкую убрали, просто кувалду ударили, она упала. Получился огромный, большой, удобный очень зал. В конце 80-х 50% населения Душанбе были русскоязычные, которые все уехали. И вообще урбанистическая среда здесь она формировалась как русская такая международная европейская среда. И поэтому, когда они уехали, сейчас на их место приехали другие люди, которые, в принципе, для них вот эти здания не представляют никакой, хотя они бы с удовольствием, конечно, жили бы, поскольку здесь недорого, в центре города, есть возможность, так сказать, пожить в центре города, но в большинстве, конечно, для них эта история не представляет большой, и поэтому в этом отношении ценности, и поэтому в этом отношении очень важно развивать такую науку краеведения, поскольку в той же Америке там пишут, в основном история это краеведение, кто приехал, когда приехал, как они заселились, кто первый поселился, как они развивались в эти общины. Национальный аспект, допустим. Вот приезжали, у нас кавказцы жили, их высылали очень много. Немцы у нас жили, их тоже высылали. Евреи были местные бухарские, и тоже у них был целый квартал. Понимаете, это тоже история, и когда мы начинаем изучать, значит, она такая безликая, она такая плоская, она какая-то однолинейная, значит, прямая, что вот приехали, вот это было, потом то, что... А как жили общины, как жили люди, значит, это очень важно, поскольку мы сейчас вот живем, тоже обстановка меняется, и мы не знаем, хорошо ли это или плохо, как мы развиваемся, куда мы идем, кто мы такие и так далее. То есть эти вопросы, конечно, очень важны, но, повторяю еще раз, они должны подниматься снизу. То есть сами жители должны поднимать эти вопросы, сами жители должны заострять эти проблемы. Но, к сожалению, да, вот сейчас вот так получается, что сама ткань, вот эта социальная ткань торжеского общества, она очень нарушается. Очень много сейчас молодежи, вы знаете, уезжает, значит, в Россию. Если она не уехала, они сидят на чемоданах, они вовсе не заинтересованы. Есть старики, которым, в общем-то, все равно. Или дети, которые тоже, в принципе, они, видимо, мечтают как-то вот уехать или куда-то поехать учиться и так далее. То есть, в принципе, вот такая общая вот структура общества, она тоже находится в изменении, и она такая неустойчивая, и поэтому вот какие-то вот такие требования, запросы общества, они не совсем четко просматриваются, понимаете, и нет такого, что давайте историю сохранять и так далее. Сейчас как-то многим не до этого, кроме каких-то отдельных энтузиастов, которые, повторяю, воспринимают эту проблему чисто на эмоциональном уровне. Ну, просто жалко. А вот дальше
значит, эмоционально вот, включить голову, значит, дальше какие-то рассуждения, значит, пуститься и сделать какие-то выводы рациональные, а вот, к сожалению, не идет. А если откинуть эмоции чисто включая голову в рациональном уровне, подумать, что бы сохранилось, если бы мы сохранили этот дом? Ну, во-первых, сохранилась бы мемориальная доска Малики Сабирова. То есть этот дом приобрел бы дополнительную, значит, во-первых, стимул для жителей, которые бы сделали бы, они следили бы за состоянием своего дома, они бы сделали ремонт, они бы следили все. Вот. И сами эти жители могли уже продавать, если они захотели эту квартиру, уже дороже, потому что это как вот в Москве дом на набережной, понимаете, там квартира неудобная, но это история, понимаете, там он залеплен этими мемориальными досками. И здесь вот, если вы почитали мою статью, я тоже написал, здесь с десяток можно установить мемориальных досок, и люди просто, когда придут и туристы, и сами душанбинцы, и дети наши, они придут и будут читать, и они будут, ага, вот была Малика Сабирова, вот была Гульчера Сулаймонова, вот был Садрин Айни, жена Садрин Айни здесь жила, вот тут здесь жил Менделевич, значит, боец первой конной армии, значит, и так далее. То есть в нем, в принципе, если рассмотреть личные истории, семейные истории жителей, то можно увидеть истории не только Таджикистана, а, пожалуй, всего Советского Союза. Конечно, когда ломают жилище, в котором ты жил, и тебе приходится расставаться многими вещами, допустим, многие вещи еще можно было использовать, но уже ты не можешь их по-второму, и никому они не нужны, в принципе. Разумеется, вот это какой-то, ну, это надо рассматривать как очередную эпоху. Я бы не стал предаваться пессимизму, что за новым поворотом новые, значит, начнутся перспективы, откроются, и жизнь на этом не заканчивается. Вот. Я стараюсь как можно побыстрее перевернуть эту страницу и, в частности, вылить свои эмоции вот в двух статьях. Одну, которую я написал, вторую еще буду писать. Вот. И буду продолжать, конечно, как историк, писать так или иначе, поскольку это дает пищу для моего ума. Я надеюсь, что вот это, то, что я напишу, дойдет. Допустим, статью про эту историю, по этому дому я писал в соавторстве, можно сказать, со своими соседями, я спрашивал, они вспоминали многие, и всех, вот и одинаковые у нас эмоциональные переживания, мы все вместе переживаем, и пережив все это, нам как-то легче стало, понимаете, ну, мы понимаем, что это неизбежно, что этого не избежать, что рано или поздно любой дом поломается, а дальше, там, конечно, возникают какие-то вопросы, но так уж, что делать? Здесь стоял виноградник, который развела семья Сабирова. Человек здесь жил, в чем проблема? برو في زابوكي человек да, я жил видео на